Советская власть стала постепенно покидать Дагестанскую автономную республику, еще в конце 80-х годов прошлого века. И тогда сложно устроенное дагестанское общество стало потихоньку возвращаться туда, где оно находилось до прихода России на Кавказ. Основной структурной единицей социального обустройства в Дагестане во все времена являлась моноэтническая сельская община, которая в свою очередь являлась какой-то частью одного большого целого народа. Дагестанцы любят называть представителей этих сельских общин на арабский манер словом «джамаат», который в данном контексте лучше переводить как «коммуна». Увидев, что, например, в аварском народе несколько десятков крупных сельских общин с разными диалектами родственных с аварским литературным, а сам аварский народ в то время был крупнейшим народом на Кавказе после грузин, российская власть в XIX веке решила попытаться увеличить количество народностей, раздробив крупные народы. К примеру, такое крупное дагестанское племя, как аварское, было искусственно раздроблено с целью дальнейшего ослабления его военного потенциала, которая до прихода России на Кавказ была гегемоном этого края. Каждому аварскому племени внушалась какая-то особенность, отличавшая их от соседнего аварского же племени, в особенности, если она имела особенно сильно отличавшийся диалект, на базе которого в дальнейшем им внушалась идея того, что они вообще другой народ, ничего общего с аварами не имеющий. С тех самых пор различные сельские общины в каждой отдельной этнической группе стали конкурировать друг с другом, чтобы стать лидером этой своей этнической группы. Эта конкуренция была особенно заметна после ухода советской власти среди аварцев, представителей крупнейшей национальности в Дагестане, начиная с 90-х и заканчивая концом 2018 года, когда к тому времени почти вся аварская финансово-политическая верхушка либо уже была отстранена, либо арестована, либо ликвидирована. С исчезновением русской власти в каждом из таких сельских общин сформировалась некая такая неофициальная полукриминальная структура, так называемые джамаат-села, для защиты своих людей как в горах, так и в столице республики, Махачкале. Одним из таких лидеров общины своей коммуны стал Гаджи Махачев, выходец из горного аварского села Буртунай, Казбековского района. Позже в нем проявились панаварские амбиции, и он создал Народный фронт имени имама Шамиля, названный в честь аварского лидера сопротивления горцев Дагестана и Чечни против русской политики на Кавказе. Созданный Махачевым Аварский народный фронт был призван содействовать интересам аварцев в Северном Дагестане и заодно усилению роли своего родового села, Буртуная, среди представителей своей этнической группы, Салатаавия или Саламеер. Среди его заслуг надо признать участие в военной обороне Дагестана против вторжения со стороны Чечни арабских боевиков Хаттаба и политические выступления в защиту аварских деревень, на которые оказывали давление Чечня, Грузия и Азербайджан. Жизненный путь Гаджи Махачева был непрост и насыщен драматическими поворотами. Родился Махачев в аварском квартале города Хасавюрта. В юности Гаджи Махачев занимался вольной борьбой, но особых высот в спорте не достиг, и Гаджи ушел в криминал, занявшись разбоями и вымогательством, и вскоре попал в тюрьму. Сплав спортивной закалки и тюремного опыта открыли молодому человеку прямую дорогу в лидеры своей сельской общины, что в те времена считалось очень авторитетным званием. К началу 1980-х годов Гаджи Махачев уже контролировал мясомолочную промышленность родного Хасавюрта, обложив на центральном рынке Данию, азербайджанцев и многочисленных цеховиков, развернувших производство в городе. Также Махачев установил контроль над местным отделением Сбербанка, сменив бывшего руководителя на своего управляющего. Вскоре началась перестройка, и она стала звездным для Гаджи Махачева. Тогда он точно рассчитал, что настоящие деньги и влияние в наступившие непонятные времена может принести только политика. В 1988 году он организовывает в Хасавюрте Народный фронт имени имама Шамиля, который вскоре становится ведущей организацией аварского национального движения. Главной задачей которой стала защита интересов аварцев на равнинной части Северного Дагестана и защита от провокаций и нападений кумыков, нагайцев и чеченцев, которые считали аварцев оккупантами якобы их земель.
Восхождение Гаджи Махачева по вертикали власти началось уже в постсоветские годы, и необходимости как-то себя сдерживать уже не было. Настали бандитские 90-е, и уже в декабре 1991 года Гаджи Махачев, став депутатом Верховного Совета Дагестанской Республики, потребовал от Государственного Совета создания Аварского района на территории Прикаспийской равнины. Это выступление выдвинуло хасавюртовского авторитета в ряды самых популярных аварских лидеров. И тогда, не полагаясь на политические методы борьбы, Махачев сформировал отряды боевиков, которые терроризировали активистов кумыкских и чеченских организаций Дагестана. Так, в сентябре 1991 года в Казбековском районе Аварский народный фронт объявил мобилизацию аварских боевиков для борьбы против чеченцев-акинцев, которые создавали митинги по выдворению аварцев из равнинной местности Хасавюртовского и Новолакского районов. Только лишь вмешательство Руслана Хасбулатова и Рамазана Абдулатипова, организовавших переговоры между лидерами аварских и акинских организаций, предотвратило столкновение. В октябре 1991 года Гаджи Махачев направил ультиматум Кумыкскому народному движению Тинглик с требованием ликвидировать палаточный городок неподалеку от Хасавюрта. Получив отказ, 23 октября 1991 года несколько сот боевиков Махачева, вооруженных автоматами и дубинками, на грузовиках и легковых автомобилях отправились громить палаточный городок под Индрей-аулом. Столкновение предотвратила местная милиция, ставшая между аварцами и кумыками. В июне 1993 года, когда сессия Кизлярского горсовета поддержала требования казаков Кизлярского и Тарумовского районов о придании северным регионам Дагестана полномочий особой социально-экономической зоны с учетом реабилитации казачества и возрождения его традиционных методов хозяйствования, где в связи с этим казаки принялись гонять представителей аварского народа, на тот момент самый многочисленный в Кизлярском и Тарумовском районе, и тогда Махачев направил своих боевиков в Кизляр. 24 июня несколько десятков активистов Аварского фронта и Лакского народного движения, Казикумух, ворвались в здание Кизлярского горсовета и захватили в качестве заложников двух работников районного военкомата и инспектора городской милиции. Участники нападения потребовали освободить двух местных жителей, задержанных милицией города, а также вывести из города подразделения спецназа МВД России. Нельзя было сказать, что власти Дагестана не обращали внимания на политический рэкет, развязанный молодым аварским лидером, но когда весной 1992 года ряд активистов из Народного фронта были арестованы в городе Кизилюрте за незаконное хранение огнестрельного оружия, то этот арест боевиков Махачева стал причиной массовых беспорядков в Махачкале, во время которых были захвачены в качестве заложников заместитель министра внутренних дел и заместитель министра безопасности Дагестана. Заложники были обменены на арестованных боевиков Аварского народного фронта. В Махачкале и Кизилюрте было введено чрезвычайное положение и временно приостановлена деятельность политических партий. Министерство юстиции и прокуратура Дагестана потребовали запрета деятельности Народного фронта, но однако Верховный суд республики отверг это требование. Дело в том, что в организации Махачева были заинтересованы влиятельная аварская партноменклатура, которая использовала националистов для сохранения своей власти. Например, в октябре 1991 года Гаджи Махачев поддержал бывшего первого секретаря Дагестанского обкома КПСС, инициатора создания Коммунистической партии Дагестана Муху Алиева, при том, что это даже было сделано вопреки решению первого съезда аварского народа. Параллельно с попытками влиять на ситуацию в Дагестане Махачев устанавливает тесные связи с руководством Дудаевской Чечни. Он вошел в руководство Конфедерации народов Кавказа и начал поддерживать тесные связи с лидерами северокавказских радикалов. Таким образом, 5 октября 1992 года на круглом столе Общекавказского форума «Кавказский дом» в Грозном Махачев от имени аварского народа поддержал правительство Джохара Дудаева. Тут же он заявил, что скоро свободный Дагестан со свободным правительством войдет в братскую семью кавказских народов. Но правда, уже в следующем году неожиданно для соратников,
Махачев стал лояльным подданным Российской Федерации. И уже с середины 90-х годов карьера Махачева вновь резко пошла в гору. В марте 1995 года он избран депутатом Народного собрания Дагестана. К этому времени ситуация в Дагестане стала необратимо выходить из-под контроля не только местных, но и федеральных властей, и они решили сделать хитрый ход, назначив лидера аварских боевиков Гаджи Махачева заместителем начальника объединения «Дагнефть», а затем и генеральным директором нефтяной компании «Дагнефть-Роснефть». Соратники Махачева были недовольны, считая, что их лидер продался. Но в Москве всех успокоили, объяснив, что Махачев сделал правильный выбор. По оперативным данным, того времени было известно, что Махачев зарабатывал огромные деньги, легализуя через Дагестан криминальную чеченскую нефть. Косвенным тому доказательством может служить хотя бы такой факт. Несколько лет тому назад правоохранителями в Махачкале было закрыто до 1,5 десятков заправочных станций, работающих без лицензий и непонятно откуда получающих бензин. Тогда же сыщики обнаружили несколько мини-заводов, в которых нефть перегонялась в бензин, и десятки складов емкостей с сотнями тонн горючего. Каждый раз после короткого перерыва через чечено-дагестанскую границу вновь шли бензовозы, с каждого из которых на милицейских постах отстегивалось от 3 до 5 тысяч рублей. 1998 год стал особым годом для республики, и начинался он в чрезвычайно тяжелых условиях. Это был последний и самый драматичный год социально-экономического кризиса. В этот год пика достигает массовое недовольство населения реформами и существующей властью. Но самое главное, чем запомнится этот год, то это распадом властной вертикали, ее параличом, а также неспособностью справиться с ситуацией и, в конце концов, захватом Белого дома, то есть фактически состоявшимся переворотом. В ночь на 21 мая на въезде в Махачкалу были расстреляны милиционеры, попытавшиеся досмотреть кортеж возвращающегося с разборок депутата Народного собрания Республики Дагестан, Магомеда Хачилаева, лидера Лакского национального движения, друга и соратника, Гаджи Махачева. В ответ силовики стали штурмовать дом брата Магомеда Хачилаева, Надира Хачилаева, который на тот момент являлся депутатом Государственной Думы России. Этот штурм привел к тому, что братья Хачилаевы и их сторонники захватили здание Госсовета Республики. Естественно, Гаджи Махачев вновь не остался в стороне от политики обновления Дагестана. По его команде из городов Хасавюрта, Кизилюрта, Кизляра, Казбековского и Кизлярского районов прибыло порядка 1500 вооруженных боевиков. Ни милиция, ни спецслужбы не смогли организовать им какое-либо сопротивление. В свою очередь, утреннего захвата Белого дома можно было избежать, если бы тогдашний прокурор республики, имам Ералиев, еще ночью создал бы следственную группу и дал министру МВД санкцию на обыск в доме Надира Хачилаева, где укрывались преступники. Но в телефонном разговоре с главой Госсовета Магомедали Магомедовым, находившимся в тот момент в Москве на переговорах с Ельциным об оказании финансовой помощи Дагестану, Абдуразаков получил указание ни в коем случае ничего не предпринимать и не применять оружие до его возвращения в Махачкалу. Из воспоминаний одного из офицеров местной федеральной службы контрразведки. Вся контора собралась в актовом зале, мы никак не могли решить, что делать. Все понимали, что ситуация уже вышла из-под контроля, еще немного, и власть в республике захватит Гаджи Махачев. У нас было оружие, и мы решили блокировать площадь. И если потребуется, открывать огонь на поражение. Оружие было также и у аварских и лакских боевиков, и все фактически шло к войне. Из правительства республики не было никаких призывов. Поступил он только от начальника управления федеральной службы, генерал-майора Машкова. Он приказал всем оставаться на местах и не пороть горячку. Воспользовавшись моментом, Шамиль Басаев в интервью журналистам заявил о нелегитимности дагестанских властей и предложил захватившим здание Госсовета Республики Дагестан ждать помощи от бригады Басаева. Но тут в республику вернулся председатель Госсовета, Магомедали Магомедов. Он пошел в Белый дом один и стал говорить с захватчиками.
Рассказывают, что один из боевиков Махачева, ныне покойный Муслим Макашарипов, не путать с другим более одиозным боевиком-ваххабитом, Расулом Макашариповым, который вынул пистолет Стечкин и хотел выстрелить в Магомедали Магомедова, но глава Дагнефти Гаджи Махачев перехватил его руку. Тут Махачев, мгновенно расценив обстановку, снова проявил смекалку и талант умения выходить сухим из воды в любых ситуациях, и, выйдя на площадь к народу, заявив, что уполномочен вести переговоры между правительством и захватчиками. Этот неожиданный трюк также прибавил Махачеву уже затухающий политический авторитет и дополнительную финансовую выгоду. В августе 1999 года, когда исламские формирования маджахедов с территории Чечни вторглись в Дагестан, как всегда опять отличился Гаджи Махачев, весьма неоднозначный дагестанский политик, который во время нападения ваххабитов развил необычайную активность и под лозунгами «Защитим родной Дагестан», а также аварцы и дагестанцы навек с Россией, он фактически легализовал отряды своих аварских боевиков, которые в качестве народного ополчения взяли под контроль несколько районов республики. По данным спецслужб, под знаменами Махачева находилось до 1000 отлично вооруженных людей, базирующихся в основном в Хасавюртовском и Казбековском районах Дагестана. Таким образом, Гаджи Нухиевич создал противовес своему главному конкуренту в будущей борьбе за дагестанский престол, мэру Махачкалы Саиду Амирову, также имевшему как минимум 1000 человек. Правда, в отличие от солдат Махачева, Саид Амиров назвал свою бригаду интернациональной бригадой, так как у него в отрядах помимо даргинцев были и другие представители народов Дагестана, в том числе и аварцы. Лобовое столкновение между претендентами на лидерство в республике было вполне вероятно. Социально-экономическая ситуация в Дагестане подталкивала республику к социальному взрыву. В Дагестане тогда рассказывали любопытную вещь. Когда в республике уже шла война, Махачев в довольно широкой аудитории высказался, что чеченцы, мол, дураки, что воюют с русскими, а мы будем доить Россию мирным путем. Теперь, надеюсь, аварам понятно, какой народ сегодня по максимуму использует, вовремя перехватив эту технологию в свою пользу, а какой народ сидит сегодня ниже плинтуса, лишь вспоминая о былом величии. И хочется теперь спросить аварцев, кто же здесь умный теперь, а кто дурак? Да, Гаджи Нухиевич Махачев условно всегда относился к команде Магомедали Магомедова, но в то же время он вел себя так, как будто у него отдельный капитанский мостик. Никогда никому он не клялся в любви, поэтому был непотопляем как Титаник, лавирующий между айсбергами. Загребал деньги совковыми лопатами, и ясно, что не из удачного капитала вложения в инновационные технологии в Силиконовой долине. Он вел себя как президент Никсон, полной уверенности в себе, любил свет софитов, обещал Москве усмирить непокорный Кавказ, а кавказцам обещал посадить на место необузданных федералов.